В Северо-Остинском государственном университете прошел семинар для работников государственных и муниципальных архивов Северной и Южной Осетии. Лекции зачитали ведущие сотрудники Московского научно-исследовательского института архивного дела. Специалисты рассказали о новых методах документоведения. Занятия пройдут в течение 3 дней. Их цель – укрепление международных взаимоотношений между Россией и Республикой Южная Осетия. Хочу выразить слова огромной благодарности за то внимание и заботу, которую проявляют Росархив и архивная служба Северной Осетии, архивной службе и архивистам Южной Осетии. Особую благодарность хочу выразить Нине Владимировне за ее настойчивое желание помочь нам, поднять нас до соответствующего уровня. Ехали с большими надеждами, что узнаем что-то новое на данном семинаре. И огромное всем спасибо. Научиться читать и писать на остинском языке, выучить названия цветов и предметов – все это теперь возможно в специализированной школе остинского языка Бон-Варнун. Ее основательница Жанна Караева и Аида Кадзаева решили немного отойти от стандартной образовательной системы и преподнести знания детям в игровой форме. Они сами проводят занятия с ребятами, работают по принципу «говорим и показываем», водят хороводы, бегают и прыгают. Активно школа работает с начала сентября, но уже сейчас здесь сформированы 2 группы. Самому младшему ученику всего 4 года. В дальнейшем основатели школы планируют создать группу для взрослых. Обучаться здесь могут люди от 18 лет. Набор в старший класс уже начался. На сегодняшний день у нас уже есть группа из 10 человек. Это не говорящие дети. Также есть такая же в таком же количестве группа говорящих детей. Обучение проходит в игровой форме, с неговорящими в основном. То есть ненавязчиво. Задача, наверное, не научить их полноценно говорить, потому что это сложно на данном этапе. А задача больше интерес вызвать к осетинскому языку. В Национальном театре оперы и балета стартовал новый сезон. Впервые он открылся оперой Чайковского «Иоланта». Выбор во многом вынужденный. Из-за болезни целой группы актеров планы пришлось менять. В главной роли солистка Мариинского театра Ангелина Бычкова. Она впервые во Владикавказе. Совсем скоро зрители смогут увидеть классические для оперного театра постановки «Кармен» и «Трубадур», а также их ждут неожиданные сюрпризы. Какие именно, режиссер держит в тайне, но обещает, этот год порадует всех зрителей, даже самых маленьких. Принято на театре открывать сезон большими масштабными полотнами. Как известно, этот спектакль у нас в одном действии, без антракта. Он идет где-то 1:40. Но не умаляет достоинства этой оперы. Я считаю, что опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского – это гениальное произведение.